И еще, самозанятых в коме могут приравнять к предпринимателям, а это значит, что и помогать им будут также. Министерство экономики нашего региона уже разработало законодательные поправки, которые Государственный совет Коми рассмотрит на следующей неделе. Анна Зубарева о тех, кому с руки сейчас выходить из тени. Еще 4 года назад Виолетта Щепетева официально трудилась на работодателя. Но поняла, стандартный график, ежедневная рутина не для нее. Родилась идея собственного производства. В домашней мастерской Виолетта создает планеры и ежедневники, фотоальбомы, папки и холдеры для документов. Чаще всего планеры заказывают на подарки. Например, сейчас актуально для учителей. Ко Дню медика для медицинских работников. А также часто заказывают предприниматели, потому что они ценят свое время. Они занимаются планированием своего времени. Ну и планер – это часть имиджа, это часть упаковки личного бренда. Эксклюзивные подарки ручной работы клиенты покупают с удовольствием. Тем более, что Виолетта честно платит налоги с доходов. Все элементарно просто. Взяла телефон, скачала приложение «Мой налог», вводятся паспортные данные, и все буквально заняло минуты 2-3, и уже я самозанятая. Больше доверия вызывает у граждан тот человек, который непосредственно выдает чеки, который зарегистрированный как предприниматель либо как самозанятый. Специальный налоговый режим для самозанятых в качестве пилота сначала появился в 4 регионах России. В этом году налог на профессиональную деятельность, кратко НПД, введен в других субъектах, а с 1 июля и в Коми. 1640 человек уже зарегистрировались в качестве самозанятых, получили возможность работать на себя официально и без статуса предпринимателя. Я приведу такой пример, что обычно издания, которые работают с внештатными авторами, например, те же самые копирайтерами, у них в требованиях прямо написано, что с физлицами не работаем. Плюсы нового налогового режима очевидны. Самозанятые могут работать без кассовых аппаратов, декларации о доходах и даже без уплаты страховых взносов, если не нужен трудовой стаж. Налоговые ставки 4% с доходов, полученных от физических лиц, 6% с доходов от юридических лиц и предпринимателей. Кстати, если выручки за месяц не будет, то и вычета не будет. Статус самозанятого можно совмещать с основной работой. Выгодно перейти на НПД, к примеру, тем, кто сдает квартиры в аренду. Также оформить статус самозанятых могут физические лица, оказывающие бытовые услуги. Репетиторы, парикмахеры, косметологи, ведущие различных мероприятий, перевозка грузов пассажиров. Все это возможно перенести и перевести на НПД. Работа на интернет-площадках. То есть очень большой перечень видов деятельности, который подлежит этому режиму. Также могут перейти на НПД предприниматели. Опять же, предприниматель должен посмотреть, как ему будет выгодней для налогообложения, поскольку есть упрощенная система налогообложения, в которой с этого года снижены ставки налога. Допустим, ставка налога по упрощенке с объектом дохода 3%, а ставка НПД 4% и 6%. Есть несколько важных условий. Самозанятый должен работать без привлечения наемных сотрудников, без работодателя, ограниченная сумма годового дохода – не более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Виды деятельности не ограничены, но есть исключения – розничная торговля, реализация акцизных и товаров, подлежащих маркировке. Обрести официальный статус очень просто. Впервые способ регистрации такой, что не надо обращаться лично в регистрационный орган, налоговую инспекцию. Вообще не надо обращаться. То есть надо скачать приложение, называется «Мой налог». И в данном приложении уже проходит вся регистрация. Для того, чтобы зарегистрироваться,
Можно разными способами. Либо через логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика физического лица, либо с учетной записью портала госуслуг. Если нет ни того, ни другого, можно просто по данным паспорта делать фотографию с паспортом и уже регистрироваться, опять же, не приходя в инспекцию. И все взаимодействие осуществляется через данное приложение. То есть в этом приложении вводится сумма дохода, полученная от покупателя либо клиента, да, получившего услугу. Рассчитывается автоматически сумма налога. Налог предъявляется ежемесячно не позднее 12 числа, и не позднее 25 числа он должен быть оплачен. Самозанятым предоставляется налоговый вычет – 10 тысяч рублей, а в этом году в связи с эпидемией коронавируса еще и дополнительно 12 130 рублей. Таким образом, налог получится еще ниже. Все автоматически рассчитывается в приложении. Еще один способ регистрации через уполномоченные банки. Именно такой способ выбрал Аркадий Виноградов. Удобное решение тем, что они предлагают и отдельную карточку завести для ведения данной деятельности, и предложили вариант, что у них причем чеки даются автоматически. То есть, когда физическое лицо перечисляет вам на эту карту деньги, чек приходит автоматом. То есть, а так как я все-таки айтишник, если какой-то процесс можно автоматизировать и не делать руками, то, соответственно, мой выбор туда выпадает. Аркадий занимается информационно-техническим сопровождением программных продуктов. Для него статус самозанятого не просто удобная форма налогообложения. Это возможность установить конкурентоспособные цены на свои услуги. Другие формы налогообложения – это какие-то налоги, тот же там 13 НДФЛ, там, подоходный и так далее, отчисления в пенсионный фонд. Все это, естественно, что все эти налоги накладываются в цену товара либо услуги. А самозанятый, он как раз позволяет эту цену уменьшить за счет того, что налоговая база всего 6% от юрлиц или 4% от физлиц, и других налогов нету, соответственно, уменьшение налоговой нагрузки, соответственно, этого нет в цене, и, соответственно, сдерживание ценовой политики, что, в принципе, нравится клиентам. Самозанятый может представлять клиенту чек о выполненной работе. Это дает возможность сотрудничать с организациями. Стартап в статусе самозанятого может стать отличным началом будущего большого дела. В России уже больше 1 миллиона самозанятых. За время эксперимента с начала 2019 года они зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей, сообщает в Федеральной налоговой службе. Причем практически у половины до этого вообще не было официального заработка.